Стало ясно, что медлить нельзя. На утро в Васинском ущелье был создан штаб для координации действий правоохранительных органов и федеральных войск. А в Магасе, в своей резиденции, глава республики непрерывно связывался с руководством 58-й армии, дислоцирующейся на территории Ингушетии. Ситуация в Галашках была непредсказуема и взрывоопасна. Позже генерал ФСБ Мурат Зязиков, отвечая в прямом эфире на вопросы московского журналиста в программе «Смотрите, кто пришел», скажет, что была информация о том, что боевики покинули Панкисское ущелье и движутся через территорию Северной Осетии в селение Тарское. Но тогда предсказать, что же будет дальше, не мог никто. Президенту Ингушетии в эту ночь было не до сна. Он связывался с Москвой и Ростовом, говорил с разными руководителями. Самая главная задача, которая стояла перед Мурадом Зязиковым, это обезопасить людей, уберечь от беды.